Привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал. Кто здесь впервые, подписывайтесь. Будет очень интересно, потому что сегодняшний, завтрашний день мы проведем вместе с вами. Будет очень весело, продуктивно. Я вам покажу, как я провожу в последнее время свои дни, потому что режим то так, все меняется. И все становится все интересней и интересней. Поехали! Ну что, ребят, сейчас начало мая, и мы с мамой решили пофотографироваться, найти место, где растут маки. И да, как говорится, кто ищет, тот найдет. Мы нашли их в микрорайоне Тунгуч. Кстати, оказывается, маки засыпают после 2, поэтому желательно приходить рано. И это было невероятное чувство, завораживающая красота просто. Я как будто побывала во Франции, лавандовое поле. Я уже предвкушаю, знаете, вот эти вот классные фоточки, комментарии, лайки. Вот, посмотрите. Сейчас я вам поближе все покажу. А вот и многослойный образ мамы. Там дофига слоев капусты, короче. Мама будет сегодня маком в поле маков. А вот там вдали и клип снимают. Вот как раз. Ой, я чуть ли там не на носочках ходила, потому что там малейшее движение, и уже лепесточки падают. Идти аккуратно, чтобы маки не упали. Потом после нас же тоже будут фототься. Итак, мы отсняли первую нашу фотосессию с нарядом мамы. Теперь будем переодеваться. Я всегда видела такой фон только на картинках, когда вот вы вводите в Google Кыргызстан, вот сразу выходит что-то подобное на фоне башни Бураны. Вот. А так сама еще не видела. Прикиньте, столько лет живу и не видела такого еще. Так что, ребят, смотрите, пробуйте, выходите из зоны комфорта, потому что если бы мы просто так не решились, у нас вчера дождь был, и мы думали, что нам все сказали, что маки уже все отпали, листики их, все, их больше нету, да? Но мы рискнули, подготовились и все-таки пришли. И да, если бы мы не пришли, всего этого бы у нас не было. Одним словом, это один из слабых видов. Вот так вот. Приезжайте сюда нюхать маки, да? Итак, мой стиль, он такой дерзкий, с очками. Эти очки я взяла у папы. Старые очки. Раньше, в 80-х было в моде, и хорошо, что он все это сохранил. Сейчас мы с мамой самые модные. Я готова. Все, теперь мама в роли фотографа. Снимает даже сверху, о боже. Получились классные фотографии в полете. С видео у меня не очень, кажется, позировать не умею. А так, если попрыгать, то обращайтесь ко мне. Мне мама сказала, что... Да, вот. Так мы себя утешаем. Мы пришли в Beta Storage, чтобы купить чехол, поменять защитное стекло. То мама уже жалуется 4-й день, что у меня все это ужасно выглядит. В итоге выбрали синий чехольчик и плюс к нему поп-сокет синий. Стало очень интересно, любите ли вы поп-сокеты, носите, как к ним вообще относитесь. Напишите, пожалуйста, в комментариях, будет забавно узнать. Быстренько забежали за нашим перекусом и поехали дальше готовиться к вечеру. Что я одену, потому что мы сейчас едем в гости к моим сестрам, у нас будет небольшая вечериночка, нужно выглядеть хорошо, как минимум, потому что мы будем снимать тиктоки, фототься, проводить весело время. Взяла с собой кучу всего, начиная от лампы до книг. Ну, можно считать, что я подготовилась на все 100. Мы уже загрузили все вещи. Знаете, что я вам скажу? Это потрясающий конец недели. Были модули, закончились, все закрыли, все сдали. И вот теперь со спокойной душой отдыхаем. Всем привет! Все, мы уже наготове. Все свои вещи Аэлита положила ко мне, и поэтому мой рюкзак весит около 5 килограмм, наверное. Сейчас к моей подруге. У нее там кошка есть. Приятного просмотра. Приятного просмотра. Время от времени, оказывается, нужно видеться, нужно встречаться, несмотря на количество там траты. Не жалейте на это ни в коем случае, потому что это ваши воспоминания, это
Ваша жизнь, ваши ощущения, эмоции, и все это бесценно. Я потеряла свою расческу. Взяла у сестренки. Расческа бар mı etti? Нет, мне нужна моя отдельная, собственная, классная, красивая, суперпуперская, Всё красиво. удобная, комфортабельная. А зачем туда? Там еду заказали. Кimiler şokta? Так, Привет! всем привет. Метр, где-то 2. Там места нету. Нам нужно встретиться с сестрами, еще вытащить деньги с карты. Временно не работает. Где я найду еще? Привет, Эмилия. Как дела? Мы тут все приперлись в глобус, что папа ищет тесто, а мы вкусняшки ищем. Мы буквально гуляли по глобусу, искали такую еду, чтобы подходила и детям, и взрослым. И мы поехали! Не успели мы доехать, как пришло время для тех, кто держит пост, не знаю, как это будет на русском, озачу. Telefon buranın ele bak. Съемка идет, да? Да, съемка идет. 24/7 съемка идет. Как дела? Здрасте. Я сняла. Похоже на это независимо. Не успели мы переодеться, нормально войти, а уже начали разговаривать вовсю, общаться, делиться новостями, подготовили стол. Все, что вы видите на подоконнике, это наши запасы на ночь. На 9:14, и у нас тут готовится шашлычок. Пару слов, да, пару слов. Пап. Да. Нет, на русском. Уже пришел шашлык, все кушают. Мне тут приспичило поиграть, потому что Адриан сказал, поиграй, а я ничего не смогла сыграть. Сейчас, сколько время? 11:22. Ага. Мы едем в Глобус. Или Фрунзе. Да, вот. Таких вот лакшери обуви. Да. Работа. У нас сестра вот дизайн делает. Почти всю ночь мы красились, разговаривали, болтали, даже не успели поиграть в карты, почитать книжку. Одним словом, было не до этого, было настолько интересно проводить время друг с другом, даже не заметили, как уже наступило утро. Это было чудесно. Я хочу с вами поделиться этим волшебством, так что сейчас выключаем музыку и слушаем. Я вкратце опишу наше сегодняшнее утро. В первую очередь, как появилась возможность, сразу схватилась за книги и продолжила читать. Смотрели один обучающий урок от Гуар про продвижение в Инстаграме. Поиграли в карты и пошли завтракать. Готовить я, конечно, не умею, но вместе с вами научимся, да? В влогах я буду рассказывать, как я учусь, развиваюсь. И да, мне хочется закончить на этой прекрасной ноте наш влог. Увидимся с вами совсем скоро. Всем спасибо, всем пока-пока.